Мыслью, следовательно, существует. Эта фраза принадлежит известному французскому философу и математику Рене Декарту. И нужно сказать, что она отражает сущность человека и человечества. Но в познании окружающего мира важно не только, что у нас на душе и в мыслях, но и как мы это выражаем при помощи языка. В мире языки делятся на 4 вида. В лингвистике это называется типологическая классификация, куда входят номинативные, эргативные, синтетические и изолирующие языки. Но мы за основу возьмем 2 самые многочисленные языковые категории. Это номинативные, к которым в числе прочих относится русский язык, и эргативные, к которым принадлежит ингушский язык. А в этом материале речь пойдет, каким образом категория «человек» функционирует в нашем мышлении и в языке, что означают такие понятия, как антропоцентрик и эгоцентрик, и как они проявляются в 2 совершенно разных языковых системах. И в русском, и в ингушском языках на первый план выдвигается лицо говорящее, то есть эгоцентрик. Только в эргативных языках рядом с ним выстраивается лицо произносящее, поэтому у нас 3 подлежащих. Третье подлежащее как раз и связано с лицом созерцающим и слышащим, которое выражается в языке через личное местоимение первого лица единственного числа. Сона – я, например, сона го, сона хос. Разобраться в этих понятиях нам помогла профессор Ингушского государственного университета, доктор филологических наук и ведущий научный сотрудник НИИ Лиля Тариева. Наше мышление, оно реализуется через язык. Язык реализуется через речь. И ничто не может быть в нашем языке и речи, чего нет в мышлении. Ну, конечно же, когда так говоришь, такой постулат выдвигаешь, то обязательно возникает вопрос, а как же быть с такими явлениями языковыми, как сказка, фантазия? Дело в том, что это в кавычках искаженная действительность, то есть сказка, фантазия, она базируется опять-таки на объективном восприятии мира. Такое понятие, как субъект, отражается как в мышлении человека, так и в системе языка и речи. Наш народ уникален в том плане, что он владеет 2 языками – ингушским и русским. Владея эргативным мышлением, в его сознании накапливаются 3 антропоцентрика – Homo sapiens, Homo spiritus и Homo sentiens. А что значит понятие антропоцентрик, нам рассказала Лилия Увейсовна. Понятие, которое обозначает человека, который стоит в центре Вселенной. Так себя человек осознает. И в мышлении он как раз и отражается в качестве логического субъекта. А если он функционирует в нашем мышлении как логический субъект, то он обязательно должен быть отражен в языке. Если, например, мы с тобой начинаем и говорим сейчас на русском языке, мыслим на русском языке, то мы будем мыслить с точки зрения такого логического субъекта, как Homo sapiens, то есть человек понимающий, человек разумный. Эта категория, конечно же, восходит к латинскому языку. И почему она важна в русском языке? Потому что латинский язык был номинативного строя, и русский язык является языком номинативного строя. Но латинский язык вымер. И если мы сегодня возьмем номинативные языки, а их сегодня большинство в мире, то они функционируют на основе как раз античного языкознания. И коль скоро античное языкознание апеллировало к этому антропоцентрику, то есть к Homo sapiens, то, естественно, он будет и важным, главным в русском номинативном языке. Если антропоцентрик есть в мышлении, он должен быть отражен и в языке. И выражается это в личном местоимении первого лица единственного числа. Из школьной программы мы знаем, что в русском языке такое местоимение только одно, в ингушском их 3. В своей книге «Речевые компоненты парадигмы лица в языках эргативного строя» Лилия Увейсовна разъясняет, почему такое количество личных местоимений в первом лице единственном числе. Дело в том, что в эргативном ингушском языке 3 эгоцентрика – лицо говорящее, произносящее и созерцающее, как мы сказали, наряду с лицом слышащим. Лицо говорящее «я говорю», «я понимаю», «со-лу», «со-кэт» выражается только через «со» и представляет эгоцентрика «кэтасек». Лицо произносящее представляет в языке человека духа «ас», «я». За лицом созерцающим и слышащим в эгоцентрической категории стоит антропоцентрик «homo sentiens», то есть человек чувствующий или «хуалусак». Предложение, если мы будем говорить на русском языке с вами, то у нас будет одно подлежащее, главное, центральное, которое будет выражено вот как раз этим местоимением в функции первого лица, единственного числа. Если я скажу «я иду»,
Это будет, конечно же, глагол движения, и я этим обозначу, если я мыслю на русском языке и говорю на русском языке. Свойство, которое мне дано от природы, и оно будет отражаться как сказуемое к этому местоимению. На ингушском языке я скажу «свобода», и это тоже будет отражено как явление постулированное, но привязанное только к личному местоимению первого лица «соя». Если я скажу «я читаю», то я скажу это отражу не через «соя», а через «азия». Я буду мыслить, что это свойство «читаю» я приобрела здесь и сейчас в пространственно-временной действительности, в прагматической ситуации. Такое понятие, как Homo sapiens или человек разумный, в ингушском языке отражается категория «кэтасек» и выступает как личное местоимение первого лица единственного числа в форме «со», то есть «я». «Со» — это эгоцентрик, это языковая категория. А сам Homo sapiens — это антропоцентрик, это мыслительная категория. Так они подразделяются. Еще одно важное отличие между эргативным и номинативным языками – это понятие homo spiritus – человек-дух или сакетасек. Это понятие очень подробно описано в трудах выдающегося немецкого языковеда и философа Вильгельма фон Гумбольдта. Он говорил о человеке-духе таким образом: какой дух, такой и язык, какой язык, такой какой язык, такой и дух. Вот с этой точки зрения он как раз вот своим этим тезисом подсказал нам, в частности мне, как надо находить этих логических субъектов, как их надо квалифицировать и как их надо делить с точки зрения языка и мышления. В своей систематизации Лилия Увейсовна подразделяет понятие антропоцентрик на 3 категории: кэтсек, homo sapiens или человек разумный, сакетсек, homo spiritus или человек духа, и хуалусек, человек чувствующий, воспринимающий, homo sentiens. Каждая из них в предложении выступает как местоимение первого лица единственного числа и функционирует как отдельное самостоятельное подлежащее. Если мы возьмем личное местоимение, то я, ты. Если это диалогический режим интерпретации, когда есть говорящий «я» и есть слушающий «ты», которые могут меняться местами и ролями, естественно. Если в русском языке в центре языка и мира стоит лицо говорящее, то в ингушском языке в центре языка и мира стоит и лицо говорящее, и лицо произносящее. Они друг друга дополняют, они соединяются, и они находятся в диалектическом единстве. Разобраться в тонкостях родного языка порой бывает очень сложно, но именно в них кроется вся его красота и глубина. Если мы хотим сохранить ингушский язык, мы должны не только говорить на нем на бытовом уровне, но и познавать его как науку.